Здравствуйте, вы смотрите новости на канале Якутия-24 в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Продвижение постройки века. Власти России решают вопрос о выделении капитального гранта из федерального бюджета на стройку моста через Лену. Напомнить о важности своевременного обследования. Сегодня день борьбы с онкологическими заболеваниями. Постепенное снятие ограничений, централизованная библиотечная система Якутска перешла ко второму этапу открытия отделов. Власти страны решают вопрос о выделении капитального гранта из федерального бюджета на строительство моста через реку Лену. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе онлайн-беседы на платформе «Бизнес-школы Сколково». По его словам, Минфин рассчитывает, что региональное финансирование проекта возрастет и будут привлечены частные инвесторы. Айсен Николаев подчеркнул, что мост через Лену нужен всей стране. Если появится этот мост, то у нас теоретически к 2030-2035 годам можно будет проехать от Иркутска до Магадана по автодороге, отметил Айсен Николаев. Планируется, что строительство моста через Лену начнется уже весной 2021 года. Напомним, в феврале прошлого года между правительством республики и 8-й концессионной компанией было подписано соглашение на строительстве Ленского моста. Общий объем финансирования оценивается в более чем 83 миллиарда рублей. В связи с технологическим нарушением в работе подстанции «Майя» персонал центральных электрических сетей вынужден запитать часть населенных пунктов Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов по временной схеме по следующему графику. С 15:30 часов до 17:00 Нижний Бестях частично, селах Аптагай, Хоточу, Качекацы, Кысыл-Урюе, Жемкон-1, Жемкон-2, Рассолода. А с 14:30 до 15:30 это Павловск, Нижний Бестях, также частично. В этих графиках возможны изменения. Веерные ограничения продлятся до момента окончания восстановительных работ на объекте ПАО «ФСК». Также накануне ночью произошло аварийное отключение электроэнергии по всему Усть-Алданскому улусу, также из-за аварии на линии электропередачи Майя-Барагонцы. Было проведено экстренное оповещение руководящего состава района. Все котельные в течение получаса подключили резервные источники электропитания для поддержания отопления ряда объектов. В 5 утра был проведен запуск Барагонского РЭС. С того часа по данное время идет постепенное подключение всех населенных пунктов района. Во всех организациях, предприятиях назначены ответственные лица и обеспечены круглосуточные дежурства во всех объектах. ЖКХ и РЭС подтвердили наличие запаса топлива для дизельных электростанций. Ранее глава улуса совместно с работниками администрации муниципального района провели обход ряд объектов жизнеобеспечения. И было оповещено также Центр управления кризисных ситуаций МЧС России, МЧС Республики Якутия. К другим темам. Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечается День борьбы с онкозаболеваниями. Дата призвана привлечь внимание населения к этой ужасной болезни, также напомнить о важности своевременного обследования у специалистов. Рассказывает Петр Васильев. Ежегодно в Якутии выявляют до 2000 случаев онкологических заболеваний. Среди самых распространенных – рак легкого и молочной железы. В республике к пациентам с онкологией приковано особое внимание. Не исключением стала и Евдокия Иннокентьевна. Очень хорошо меня смотрели, как маленького ребенка. Наши очень от санитара до заведующего все следили, как у меня здоровье. Таких пациентов в здании республиканского онкодиспансера достаточно много. В день здесь проводят порядка 20 операций по удалению новообразований. В помощь врачам приходят современные технологии.
Благодаря оборудованию, которое мы получили, это очень современное, самое такое профессиональное оборудование для проведения операций, для выхаживания больных, для диагностики. Поступили такие оборудования, как видеоэндоскопические стойки с 3D-визуализацией. В этом году мы запускаем МРТ-аппарат, которого в нашем онкодиспансере раньше не было. Это тоже уникальный аппарат, будет возможна диагностика пациентов, ускоренные сроки постановки диагноза. Сейчас за моей спиной проходит операция с использованием современного аппарата с эндоскопом. Он позволяет через маленькие отверстия проникать в тело пациента и добираться до самых отдаленных участков, пораженных образованиями. При этом на враче надеты специальные 3D-очки. Они позволяют получать объемное изображение. В целом, как отмечают врачи, в республике наравне со всем миром наблюдается рост числа онкологических заболеваний. В первую очередь, врачи связывают это с влиянием наследственности и окружающей среды. Специалисты призывают якутян не игнорировать риски возникновения злокачественных образований и вовремя проходить необходимые обследования. Ведь самое главное в борьбе с онкологией – это своевременное лечение и ранняя диагностика. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. В Якутске в этом месяце откроется обновленный центр неотложенной офтальмологической помощи. Это по адресу Свердлова, 17 в столице. Новый центр будет оснащен всеми необходимыми кабинетами для оказания экстренной, так и плановой помощи. Здание было передано офтальмологической клинической больнице для оказания помощи круглые сутки. Все это по поручению председателя правительства Андрея Тарасенко. Новый центр находится всего в 60 метрах от самой офтальмологической клинической больницы, что создает благоприятные условия для лечения. На данный момент ремонтные работы находятся на завершающей стадии. Эта помощь оказывалась на Стадухина 84, что создавало определенные неудобства для пациентов, потому что приходилось, они обращались сюда, мы им говорили, иди туда, принеси то, как говорится, не знаю что. Это, конечно, было очень проблематично, особенно когда человек с заболеванием глаза, ему нужна помощь оперативно, прямо сейчас, а мы ему гоняем. Вот такого футбола у нас не будет, все теперь будет располагаться в шаговой доступности от основного здания. Естественно, маршрутизация пациента в этом плане улучшится. В случае необходимости пациент всегда может перевестись в основное здание и лечь непосредственно в стационар. В республике социальными контрактами в 2020 году воспользовались свыше 6,5 тысяч семей, в том числе более 100 семей Якутска и пригородов смогли улучшить свое материальное положение. Большая часть из них организовали свой бизнес, открыли столярные мастерские, парикмахерские, ателье. Также стали заниматься изготовлением мебели, ремонтом техники, автоперевозкой. А 11 семей закупили коров, домашнюю птицу и завели личное подсобное хозяйство. Напомним, что соцконтракт заключается с органами соцзащиты, с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В этом году с учетом софинансирования из федерального бюджета на реализацию соцконтрактов в республике будут направлены больше 600 миллионов рублей. В этом 2021 году мы ожидаем еще большее количество социальных контрактов. Да, это связано с тем, что правительство Российской Федерации приняло решение развивать вот это направление социальные контракты. И в этом году наша республика получит софинансирование с федерального бюджета. Пока точных цифр нету, но мы надеемся, что чуть ли не в 2 раза мы увеличим количество заключенных социальных контрактов. И, скорее всего, будут там такие направления, как повышение квалификации или переобучение. Если требуется кратковременное переобучение, наверное, до 6 месяцев будет, да, то мы отдельной суммой будем восполнять эту сумму. И, вернее, эти затраты для человека, который хочет заключить с нами социальный контракт. В Якутии продолжается частичное снятие ограничений по коронавирусу. Так, минувшим днем глава региона Айсен Николаев подписал указ о возобновлении деятельности детских игровых комнат и детских развлекательных центров, открытых ледовых катков, пунктов проката лыж. Частичное предоставление полноценных услуг начали и библиотеки. Так открыли свои двери после почти годового перерыва, в частности, смарт-библиотека в Якутске. Пока что для посетителей предоставлен лишь читальные и компьютерные залы. Кроме того, в офлайн режим перешли кружки и клубы при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и только по предварительной записи. Максимальное пребывание читателей в библиотеке всего 3 часа, поэтому сотрудники просят посетителей правильно организовать время работы в библиотеке. Литература из фонда также выдается только по предварительному заказу.
Сейчас работаем в ограниченном режиме. Также, как и ранее, принимаем заказы на книги. Предварительный заказ книг читатель нам звонит, пишет в Инстаграм или в электронную почту, а также можно через сайт, через специальную форму заказать книгу. Мы готовим, читатель приходит, забирает домой. Также мы можем сделать подборку. Ну, например, читатель бывает так, что не знает, что хочет прочитать. Допустим, он хочет прочитать мотивационные книги и не знает, что именно. Если он скажет, хочу что-нибудь по финансам, мы подберем книги по финансам, например, 10 штук, и оттуда читатель выберет то, что он хочет. Таковы новости. К этому часу оставайтесь на канале Якутия 24 и будьте всегда в курсе.